اقرأ باسم ربك الذي خلق. Член жюри начинает аят из священного Корана. Задача конкурсанта – продолжить чтение до конца. Обязательно учитывается правильность чтения и произношения. Каждая буква должна соответствовать оригиналу, иначе ошибка, за которую снимут от четверти балла до единицы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. С первых минут мелодичный голос захватывает внимание собравшихся. Всех этих участников объединяет одно желание постигать знания священной книги. Соревнуются за первое место чтецы Корана разных возрастов. Самое главное, он должен быть учащимся школы или СУЗа республики. Еще одно правило: конкурсант не должен быть хафизом Корана, учащимся исламских образовательных учреждений. Так организаторы хотят повысить желание к изучению священного писания именно среди школьников и учащихся СУЗов. Заявлено было у нас ребят 45 от 45 образовательных организаций Республики Ингушетия. Из них 5 средних профессиональных образовательных учреждений и 40 общеобразовательных школ. В конкурсе принимают участие ребята от 14 до 18 лет. Всего участники конкурса должны пройти 3 этапа. В первом надо прочитать аят с начала и до конца, во втором член жюри рандомно выбирает текст, а конкурсант должен дочитать. В третьем этапе нужно прочитать часть суры уже с книгой. За правильное чтение благородного Корана участники получают до 90 баллов, по 30 на каждый вопрос. В случае красивого чтения добавят еще 10. Самый лучший результат показал Мансур Бариев. Он забирает путевку в Умру. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. Дүниеде тогда емес халқы мақтыдияқа солар залогоя баркалер вашки делачны аснан конкурс вашки делачны. Третье место и мобильный телефон выиграл Абдулрахим Ваделов. Серебро конкурса и ноутбук единственная участница Амина Сагова. Я научилась читать Коран благодаря своему отцу, маме и моему учителю. Благодарю ее за то, что она меня научила. И я благодарю всех организаторов. Священные тексты призывают к добру, милосердию и состраданию. Именно поэтому важно с малых лет привить ребенку любовь к изучению Корана. Это и послужит ему ориентиром в мирной, счастливой жизни. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов, Новости 24.